В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Госдума поддержала в первом чтении введение нового налога для самозанятых. Ставка составит 4% при работе с физическими лицами и 6% с юридическими. Депутаты надеются, что налоговый режим будет стимулировать самозанятых выйти из тени. Суть данного законопроекта – это минимальный размер налогообложения и одновременно уход от любых бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по администрированию, сказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе представления законопроекта на пленарном заседании Госдумы. Предполагается, что эксперимент займет 10 лет и начнется 1 января будущего года. На первом этапе будет проводиться в Москве, Московской и Калужской области, а также в Республике Татарстан. В дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить на всю страну. Депутаты Госдумы смогут добровольно отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии. Для этого парламентарии должны будут подать заявление на имя министра труда и социальной защиты России. Соответствующие поправки в закон приняты депутатами окончательно, причем, как подчеркивается, отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет. Он является безусловным и не подлежащим отзыву. Это вопрос выбора каждого. Нас избирают люди, поэтому данная норма позволяет один раз принять решение. Либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться, подчеркнул в ходе обсуждения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин. Владимир Путин поручил обеспечить авиадоступность Дальнего Востока по итогам заседания Госсовета. Принят ряд важных решений. Это субсидирование авиаперевозок для льготников, сдерживание цен на билеты, реконструкция аэропортовой инфраструктуры. Авиационное сообщение зачастую единственный способ транспортного сообщения на Дальнем Востоке. Оно должно стать более доступным для дальневосточников, отметил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев. Одно из таких поручений касается дополнительного финансирования на обеспечение доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Субсидируемые перелеты станут круглогодичными. Будет расширена категория граждан. По предложению Минвостокразвития России такое право получат многодетные родители. Их на Дальнем Востоке 125 тысяч. В Якутии в этом году дорожные работы выполнены на 13 миллиардов рублей, а это 67% от годового лимита. Итоги работы дорожной отрасли республики за 9 месяцев подвели на расширенном совещании работников дорожной отрасли региона. Как отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, по городу Якутску в нормативное состояние должны быть приведены 85% дорог, а по региональному 50%. Он выразил обеспокоенность высоким уровнем смертности на дорогах. К сожалению, по сравнению с прошлым годом мы положительной динамики не наблюдаем. Количество аварий снижается, а число погибших на уровне прошлого года. Необходимо посмотреть, что нужно сделать, чтобы сократилась гибель людей на автодорогах, подчеркнул первый вице-премьер. По предварительным данным, объемы федерального финансирования в ближайшие 5 лет составят более 17 миллиардов рублей на региональные дороги. Сахаэнерго завершила навигационный завоз топлива для северных и арктических районов. В этом году завоз проходил достаточно сложно в связи с низким уровнем воды на реке Яна. Так, до поселка Усть-Куйга из запланированных 16 тысяч тонн не доставлено почти 10 тысяч тонн дизельного топлива. Данный объем дистоплива, который находится на хранении в резервуарах Нижнеянской нефтебазы Саханефтегазбыт, предназначен для завоза первым туром навигации 19 и 20 годов для нужд Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов. И на прохождение осенне-зимнего периода в Усть-Янском районе влияния не оказывает. Доставленный северным морским путем каменный уголь, предназначенный для нужд поселка Депутатский Усть-Янского района,
также не смог в полном объеме достигнуть поселка Усть-Куйга. Из плановых 25 тысяч тонн каменного угля 8 тысяч тонн осталось на хранении в поселке Нижнеянск. Доставленный в навигационный период объем каменного угля и имеющиеся запасы ТЭЦ обеспечат прохождение этой зимы в поселке Депутатский. Стоит отметить, что недоставленный объем топлива предназначен для начала прохождения следующего осенне-зимнего периода. Власти Якутии планируют к 2021 году полностью решить проблему доступности мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Владимир Егоров. Безусловно, задача по обеспечению дошкольным образованием детей до 3 лет для нас амбициозная и сложная. К 2021 году мы должны обеспечить 100% охват. Разработана дорожная карта, которая предусматривает создание более 11 тысяч мест, сказал он, отметив, что реализация планируется в частности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования. Больше всего мест в яслях необходимо создать в Якутске. Это около 8 тысяч мест. На 1 января текущего года численность детей в регионе в возрасте до 3 лет составляет порядка 50 тысяч. Услугами дошкольного образования из них охвачено порядка 10 тысяч детей. С сегодняшнего дня начались перевозки пассажиров из Якутска до Нижнего Бестяха на воздушных подушках. Цена проезда для взрослых в одну сторону – 1000 рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. На данный момент на маршруте более 15 судов на воздушной подушке. Отправиться на тот берег из Якутска можно с территории городского пляжа 202 микрорайона. Перевозки осуществляются с 7 утра до 6 часов вечера. В ведомстве отметили, что дети до 5 лет провозятся бесплатно. Также продолжается движение на паромных переправах. Центробанк поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня. Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 октября поднялся на 11,77 копеек по сравнению с показателем четверга и составил 65 рублей 74 копейки. Курс евро на сегодня опустился на 9,55 копеек и составил 74 рубля 98 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.